Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире Беренче студия. С вами я, Аяна Байзакова. Сегодня мы открываем двери в мир цифровизации и технологий. Кыргызстан на пороге значительного прорыва в цифровой сфере, и одним из ключевых событий этого прорыва является открытие, так скажем, парка высоких технологий Кыргызстана в самом эпицентре технологий и инноваций в Соединенных Штатах Америки. Этот шаг обещает принести Кыргызстану огромные возможности. И сегодня у нас в гостях заместитель директора парка высоких технологий Кыргызской Республики Темиров Чубак Кубанович. Здравствуйте, уважаемый гость, добро пожаловать к нам в студию. Мы для начала благодарим вас за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию и согласились ответить на наши вопросы. Да? Вообще, в целом, не терпится, конечно, узнать подробнее о парке, который открылся в США. Да? Это очень большая, хорошая новость для всего Кыргызстана. И, конечно же, но для начала есть телезрители, граждане, которые, возможно, могли бы не услышать об этой новости, вообще не имеют, так скажем, понятия о парке высоких технологий. Скажите для наших телезрителей, пожалуйста, что это вообще, чем вы занимаетесь? Да, добрый день. Спасибо за приглашение. В первую очередь, парк высоких технологий – это прежде всего специальный налоговый и правовой режим. Он был открыт в 2011 году. Самая основная цель была это поддержка IT-компаний для того, чтобы они могли, во-первых, выходить из тени, во-вторых, работать с зарубежными клиентами. И я думаю, что мы достигли этой цели, то есть начиная вот с 2011 года упорно и плодотворно работали. И на текущий момент, если говорить о цифрах, у нас в составе 425 компаний-резидентов. Это IT-компании, такие как аутсорсинговые, это которые работают на кого-то, аутстаффинговые, это когда они людей предоставляют в аренду другим большим компаниям. Это стартапы, модное слово, да, то есть это компании, которые новые проекты, идеи в сфере IT придумывают. Это анимации, ребята, которые анимируют какие-то ролики и монетизируют с помощью YouTube. И это так называемые колл-центры. Благодаря вот этому упорному труду мы добились вот такого большого количества разного рода резидентов. Есть как местные компании, так и зарубежные. Очень много представительств иностранных компаний из Америки, Европы, Кореи, Японии и многих других стран. И оборот по итогам прошлого года составил 86 миллионов долларов. Это примерно вот 7,7 миллиарда сомов. То есть это не огромная сумма, конечно же, в глобальной экономике, но последние несколько лет мы очень активно растем, то есть эта цифра удваивается. По сравнению с предыдущим годом, 2023, именно 22-м, эта сумма почти удвоилась. По итогам 22-го оборот был 4,2 миллиарда. А в этом году мы поставили цель уже, опять же, удвоиться и уже приблизиться к 16 миллиардам. В парке на текущий момент работает где-то около сейчас 2500 специалистов в области информационных технологий. И мы совсем недавно открыли уже представительство именно вот по-английски говоря, это HTTP House в сердце Силиконовой долины. То есть почему именно если в долине, то это как раз-таки является центром, сердцем вот именно развития стартапов, инноваций, всего, да, практически. И сейчас в мире, в принципе, такая тенденция есть, что в каждом регионе есть своя некая Силиконовая долина. В Индии есть такой интересный округ, называется Бангалор. В Казахстане есть свои парки, свой парк в Узбекистане, в других странах. И, собственно, вот парк высоких технологий был одним из первых, первый парк в Центральной Азии. Вот говоря о цифровизации, да, как вы считаете, вообще Кыргызстан, мы знаем, уже несколько лет пытается, так скажем, влиться в эту колею, да? Цифровизация на каком уровне на сегодняшний день развита именно в нашей стране, по вашему мнению? И на достаточном ли уровне? Я считаю, что на довольно достаточном уровне. Все мы уже видим, ощущаем эти изменения. Если говорить о государственном секторе, то была проделана огромная работа.
То есть примерно вот с 2013-2014 года начиналась вот эта работа по развертыванию разных систем. Это так называемый бэк-офис. То есть это задняя сторона, которая не была видна людям. То есть сперва создавались системы, и буквально вот последние несколько лет эти системы в виде именно услуг начали уже даваться гражданам. Это те же очереди, ускорение очередей, это и Сюинчу, и многие другие вещи, они уже сейчас автоматизированы, те же справки, когда ты, обращаясь в одно ведомство, не обращаясь в различные ведомства, не беря справки, через Тиндук можешь спокойно себе сделать, да? То же самое с паспортами, сейчас все начали пользоваться, то есть вместо настоящих паспортов, вместо того, чтобы с собой брать и есть риск потерять, ты можешь электронную показать, и ее засчитывают. То есть огромная работа была проделана, и мы ее видим. И я считаю, что вот уровень, если сравнивать с другими странами, нашими же соседями, то на очень хорошем уровне. Если глобально брать, то, естественно, где-то мы отстаем, где-то мы впереди. Здесь нету такого где-то идеального варианта, когда можно сказать, что мы впереди тех стран или позади тех. То есть мы идем ногу со временем. Интернет, благо, позволяет и у нас доступ к тем же ресурсам, что и у других стран. И, соответственно, я считаю, что есть куда расти, но текущий уровень, конечно же, радует, что хороший, очень сильно растет. Хочется вернуться к главным новостям. Да? В США, как вы отметили, открыли парк высоких технологий. Скажите, пожалуйста, какая работа была проделана для этого? Я уверена, что очень большая работа, действительно много усилий было приложено вами. И скажите, пожалуйста, какие возможности дает этот парк и вообще, скажем, как он работает, чем занимается, какие возможности дает? Хороший очень вопрос. Да, была проделана очень большая работа. Мы даже где-то опередили и в 2022 еще анонсировали, что парк высоких технологий планирует открыть офис в США. Но, к сожалению, по определенным причинам у нас это не получилось. То есть была проделана довольно большая работа в части найти партнера нужного и где открыться, как это все делать, чем будет заниматься. Вот такие вопросы у нас стояли, и мы, благо, их решили. И вот буквально недавно решили открыть. Для этого было несколько предпосылок. Мы, парк высоких технологий, на протяжении последних 13 лет очень активно занимались поддержкой отечественных и зарубежных IT-компаний, которые выходят на зарубеж. То есть в основном это вот те же самые аутсорсинговые, аутстаффинговые компании, которые работают на заказ на кого-то. Да? И продуктовое направление у нас не сильно было развито. То есть поддержка стартапов. И довольно часто к нам приходили запросы, вот как вы можете поддерживать стартапы. В Кыргызстане, как вы знаете, нет венчурного инвестирования, есть определенные трудности. Стартапы у нас довольно активные и много талантливой молодежи, но у них нет доступа к финансам и возможностей. То есть это ограничено. И это как раз таки и стало подспорьем, что начиная вот с прошлого года парк начал активно заниматься тоже стартапами. У нас уже есть партнеры, которые давно этим занимаются, и мы с прошлого года тоже начали больше вовлекаться в это и запустили одну такую классную инициативу, называется Unicorn from KG. Это на русском Unicorn из Кыргызстана. Unicorn для зрителей, для понимания зрителей, это компания, которая оценивается в $1 миллиард. И мы запустили ее, спартнерились с очень таким известным венчурным инвестором, семья Тима Драпера. Это университет Драпера в Силиконовой долине, в Сан-Франциско. Вот этот Тим Драпер, он является венчурным инвестором. Его отец в свое время инвестировал в такие крутые компании, как Tesla. Они одни из самых первых инвесторов в долине. И у них есть очень классная программа, которая называется Hero Training, где они со всего мира отбирают лучшие стартапы и проводят пятинедельную, очень такую интенсивную программу акселерации. И мы с ними спартнерились, оплатили и отправили 3 лучших стартапа на основе питчинга. По итогам этого питчинга один из наших победителей после окончания программы получил от Тима Драпера, от его именно офиса, так называемое, он называется
резидентство. То есть резидентство — это не финансы, но это помощь техническая и другая от этой организации. То есть получают возможность там внутри работать, Конечно. да, с ними Все верно. сотрудничать? И наш вот этот выпускник, условно говоря, который победил, он после программы сразу же открыл там хаус. То есть co-living, co-working, да? То есть очень такое модное название. Co-living и co-working — место, где можно жить и работать. То есть многие стартапы для того, чтобы поехать в долину на краткосрочную программу, им же важно где-то жить, и должна быть какая-то программа и место, да, где они будут собираться. Хорошая поддержка, да? Конечно. И вот наш, получается, выпускник, наш победитель, который уже с нами один проект сделал, он выиграл, и мы вместе с ним решили, вот как раз-таки пришло время, давай запустим тот самый наш HTTP House. Мы с Olive Rooms, вот с нашим соотечественником Азаматом Акилеевым запустили его, и после того сразу уже придумали новую программу, мы над ней долго работали, называется Dive into Silicon Valley, то есть это погружение в Силиконовую долину. Опять же, было несколько идей, почему именно мы решили вторую программу запустить. То есть по итогам тима, вот именно программа Unicorn from KG, там всего 3 участника отбираются. То есть это летняя и осенняя программа, то есть в год всего 6 человек, по 3. И это как бы очень мало. Мы хотим именно в долину больше наших талантливых предпринимателей отправлять. Была такая задача, как мы можем отправить больше ребят. И долго думали, и поэтому придумали вот программу погружения в долину, где мы по 16 человек начали отправлять. И как раз-таки наш собственный хаус. То есть мы уже отправили первую группу, она успешно завершила программу и вчера уже приехала. Вторая группа у нас едет 26 апреля. Цель этой программы — это как раз-таки нашим предпринимателям помочь окунуться именно в инфраструктуру Кремниевой долины. И цель, то есть у нас есть определенная там программа, наши соотечественники, вот наш уважаемый премьер встречался с нашими выдающимися соотечественниками, которые живут в Силиконовой долине, работают на крупнейшей компании и также имеют свои стартапы. То есть с ними знакомство, выход на каких-то инвесторов, это питчинг-сессии, это участие в различных хакатонах. То есть наша цель была, половина из этой команды была из резидентов, то есть это матерые, так скажем так, опытные программисты, а половина это молодые стартапы. Ну, не только молодые, а талантливые, опытные стартаперы. И мы вот эту смесь из 16 человек, половина резиденты, половина стартапов отправили. И я думаю, что скоро уже будут определенные результаты. Ребята уже определенных результатов добились. Я думаю, что мы опять же поделимся, чего они достигли в рамках этой программы. Но уже предварительные результаты говорят за себя, очень хорошо в целом прошло. И наша цель, вот как я ранее отметил, мы хотим больше ребят отправлять. То есть сейчас мы в рамках пилота отправили 2 группы по 16 человек. Это в совокупности целых 32 человека. И но уже к тем неплохо, 6 уже. Да. А глобальная цель — это как бы больше мечта. То есть всегда надо мечтать. И, соответственно, у нас была мечта, например, заработать $1 миллиард. И А сейчас в если итоге? это 10 лет назад это была как бы мечтой, то сейчас она становится реалью. И мы в ближайшие 3 года планируем достичь его. То есть сделать x10 текущей доходности. И по тому же принципу мы хотим в целом отправлять очень много стартапов. И эта цифра пока у нас сейчас 1000. То есть мы должны очень большое количество людей отправить для того, чтобы наши соотечественники там смогли нарастить необходимые контакты, потом уже приехать в Кыргызстан, использовать этот опыт, работать с молодежью, открывать новые компании, рабочие места. И вот такая вот у нас глобальная цель. Вот вы отметили то, что первая группа уже приехала, да? Как они съездили? Они поделились своими впечатлениями? Можете об этом рассказать? Мы не успели еще со всеми поговорить, потому что часть команды, часть ребят, которые проходили программу еще в Соединенных Штатах Америки, остались там посмотреть Америку заодно, да, Но в целом удачно культурную завершили, программу, да. Но в целом очень удачно прошло. Там один из участников поступил в университет, молодые ребята были, это Executive Program, да. Executive Program — это для топ-менеджмента в университете Стэнфорда. Стэнфорд, как вы знаете, тоже один из выдающихся вузов является в Калифорнии.
вот он уже таких результатов добился. Есть ребята, которые запичили свои проекты, у них намечаются определенные сподвижки в сторону получения инвестиций. Вот у нас очень такой интересный стартап есть, MyStory. Они буквально недавно еще победили в Астана Hub Battle как самый лучший инновационный проект в сфере искусственного интеллекта. MyStory — это вот как раз-таки это рассказывать истории на основе вот книг именно детям. И они уже определенных клиентов нашли. То есть есть вот такие вот классные результаты. Я думаю, что когда мы, все ребята приедут, всех соберем и сделаем такую классную программу, сессию фидбэков, где мы получим все необходимые результаты по итогам программы. А команда в HTP уже собирается? Вы отправляете туда программистов из Кыргызстана, да? Все верно. Да, мы отправляем, вот я уже отметил, что 2 группы, это все наши граждане, стартапы. Мы специально делали упор, основной это на искусственный интеллект. Он как бы сейчас стал мейнстримом, и преимущественно у нас только на английском стартапы в сфере искусственного интеллекта. Но в принципе мы не ограничивали ребят, если есть сопутствующие классные проекты, то мы их тоже поддерживаем. Как возможно принять участие? Что необходимо для этого сделать? Вы можете прям обратиться к нашим телезрителям, желающим к вам попасть? Спасибо, да. Я считаю, что это отличная возможность для всех предпринимателей. То есть здесь не обязательно быть айтишником. Многие могут подумать, да, я не подхожу для этой программы, потому что я не айтишник. А тут главная предпринимательская жилка. Если есть классный продукт, и этот продукт вы сможете запичить, реализовать, то можно подаваться. То есть я ранее отметил, что часть это наши резиденты, уже готовые айтишники, а часть это предприниматели. Они могут придумать классный проект или уже запичить свой готовый проект. И мы будем объявлять, вот сейчас 2 группы мы объявили, в скором времени, после того, как мы результаты соберем программы, где-то улучшим ее на основании вот полученных отзывов, и мы объявим, обязательно подписывайтесь на наши социальные сети, мы активны в Инстаграме, в LinkedIn. Если подписываться, мы всегда объявляем, это открытый колл на как раз-таки питчинг, и там требования определенные есть, то есть это написание эссе, например, это знание английского языка, питчинг, то есть свою презентацию короткую на 3 минуты сделать. В Долине, например, все делается очень быстро. То есть всего за 3 минуты ты должен рассказать свою идею. Если это понравится жюри, то вполне возможно, что этот человек может стать победителем. То есть есть ребята, которые недавно придумали классный проект, но там же оценивается не только иногда проект, но и человек. То есть насколько он сможет ту или иную идею реализовать, его экспертиза, его предыдущий опыт, те проекты, которые он делал до. То есть это мы будем объявлять это в рамках, я рассказал про 2 программы, я рассказал про погружение в долину, но рекомендую нашим телезрителям обязательно вот подписываться и следить за нашими страницами, потому что мы где-то в конце апреля, в начале мая будем объявлять еще продолжение группы по 2-й программе с Тимом Драппером, это Unicorn from KG. Как раз таки в рамках поездки нашего уважаемого премьера было подписание меморандума с Тимом Драппером и университетом Драппера с программой Hero Training по уже 2-му бэтчу, это 2-му потоку, который стартует уже в июне. И мы где-то вот в начале мая объявление сделаем и опять же отберем 3 лучших стартапа. Если по погружению в долину мы оплачиваем частично, покрываем, то по именно программе Unicorn from KG полностью оплата будет идти за счет парка высоких технологий. Вот. И это уникальная возможность. Да, действительно. Насчет поездки Акылбека Джапарова, да? А какие еще возможности были открыты? Какие еще дополнительные, так скажем, были подписаны договоры? Я, к сожалению, всей программы не знаю. То есть у нас конкретно было это вот в рамках, это была встреча непосредственно с венчурным инвестором Тимом Драппером, подписание меморандума и также открытие официальное нашего HTP хауса. Но я также знаю, что наш премьер встречался с крупными компаниями. Это HP, это Apple, это Google.
и были очень хорошие коллаборации. Могу привести один пример. Вот они также встречались с NVIDIA. Как вы знаете, NVIDIA является лидером по производству вот именно процессоров, да, графических процессоров, и у них очень большие вычислительные мощности. То есть в основном искусственный интеллект сейчас работает на их графических процессорах и вычислительных мощностях. И даже вот у нас в прошлом году, если помните, объявляли, что правительство купило суперкомпьютер, который сейчас мы, с помощью которого мы сейчас делаем корпус кыргызского языка, да, обучаем кыргызскую модель на кыргызском языке. И на этой встрече как раз-таки, я думаю, что вполне возможно, что могли быть договоренности насчет еще более мощного компьютера, потому что даже его мощностей не хватает для того, чтобы полноценно вот именно делать так называемые тренировки. Чтобы искусственный интеллект тренировался, там требуется очень большие вычислительные мощности. То есть NVIDIA в этом направлении. Была еще, я знаю, что именно визит в Apple, они посетили Apple Park. Это как раз-таки инфраструктура Apple. То есть там можно очень классные идеи получить, как нам развиваться именно с точки зрения физической инфраструктуры. Какие у них продукты есть, как это все обставлено. То есть вот именно с точки зрения Apple в этом отношении работа, думаю, была. И тот же HP, это по производству в основном компьютеров. И я знаю, что была встреча еще с Google, но там было больше про образование, да? То есть как Google может трансформировать систему нашего образования, помочь больше взращивать качественных кадров. Спасибо большое. В целом, говоря о проектах, да, вот на сегодняшний день, можете ли вы рассказать или привести несколько примеров больших проектов, которые были реализованы и успешно реализованы в нашей стране? Большие проекты, это в первую очередь система Түндүк. Я думаю, что все знают, очень много усилий было для этого сделано. Да. И одна из самых, наверное, классных инициатив — это вот непосредственно система Түндүк. Еще один проект, более частный, к которому мы тоже имеем отношение, я бы отметил, это проект Акылай, AI, Акылай. Как вы знаете, сейчас наши ребята-активисты делают аналог Сирии и Алисы на кыргызском языке. Совсем недавно этот проект, именно вот Акылай, уже заговорила на кыргызском, то есть это уже есть понимание, синтез речи. Самое сложное было сделать это корпус языка, когда ты должен, у любого языка есть корпус, где огромное количество слов, для того, чтобы языковая модель могла обучаться. И мы сейчас в рамках парка высоких технологий совсем недавно открыли так называемый AI Research Institute. То есть это можно сказать, исследовательский институт по развитию искусственного интеллекта вместе с энтузиастами, сообществом AI у нас в Кыргызстане. И решили даже им определенный грант выдать, и они будут делать исследования в скором времени, хотят сделать прототип уже физической копии, именно физического устройства Акылай. То есть это в первую очередь, аналог это вот Алиса. То есть то же самое, только на кыргызском языке, чтобы нашим детям прививать культуру нашего языка, чтобы дети не забывали. Сейчас же очень мало контента на кыргызском языке, и в обиходе он редко используется. И есть угроза, да, что может потеряться. И у нас у государства сейчас огромный упор на развитие нашего языка. И я думаю, что это устройство уже в бытовой сфере очень будет помогать этому процессу. То есть мы всегда, да, любим с той же Алисой о погоде узнать, поставить музыку практически обо всем. То же самое на кыргызском языке узнать у Акылай. И я думаю, что сможем презентовать. И уже после этого опытного прототипа сможем уже масштабировать, возможно, и, возможно, в каждой семье уже появится свое устройство.
Но что хорошо, в этом, начиная, мне кажется, с прошлого, и в этом году молодежь особо начала интересоваться культурой, бытом нашего народа, да, так скажем, Мгм. госязыком, опять же, национальную одежду. Очень много проектов на самом деле реализуется в этом направлении. И, конечно, хотелось бы поговорить об инвестициях. Вы ранее отмечали, что, да, действительно, сейчас очень много умных, хороших специалистов, молодежи, которые придумывают отличные проекты, стартапы. Но, к сожалению, не все имеют возможность финансировать, первый толчок сделать для того, чтобы вот создать вот это все. Да? И вот на сегодняшний день какой вы совет можете дать для молодых стартаперов, для молодых ребят, которые, возможно, хотят открыть собственный проект, да, создать его, где найти инвестора, как это можно сделать и вообще как можно отличиться, чтобы инвестор действительно выбрал тебя? Прекрасный вопрос. Я думаю, что многих молодых ребят это волнует. Я бы хотел отметить, что здесь нету идеального ответа. Есть очень много способов это сделать. И зависит от конкретного человека, конкретной его ситуации, его идеи. Мгм. Но в целом, если в целом можно сказать, то это в первую очередь посещение различных мероприятий. Мгм. То есть первое слово — это пробовать всегда. Не думать, что идея уже давно придумана. Сейчас есть вот такая вот боязнь, что мою идею украдут. С одной стороны, мою идею украдут, я никогда не хочу ни с кем делиться, а с другой стороны, что эта идея уже давно придумана, зачем мне пытаться. Здесь я хотел бы отметить, что все идеи уже давно придуманы, но как ты ее реализуешь, с какой командой и какой будет подход, вот что волнует инвесторов, что важнее. Мгм. И опять же, то, что украдут проект, это тоже не страшно, потому что именно важна реализация, с какой командой ты это сделаешь. Мгм. Другой человек, конечно, в случае чего может сделать лучше где-то, но Основной вопрос, как реализовать, да? да, Вот все это? верно. Это Мгм. самое основное, что волнует инвесторов. Сейчас инвесторы в основном, конечно же, и за идею инвестируют, но это реже. В большинстве случаев инвесторы вкладываются в человека, в Мгм. команду, в его компетенцию и как он этот проект реализует. Мы же все знаем, что IT — это очень такой высокорискованный, и поэтому в целом в Кыргызстане вот это мало развито. В основном наши инвесторы локальные, они тоже есть, но они привыкли инвестировать в традиционные секторы, где они сразу видят отдачу. То есть я положил деньги, допустим, в Тойкану, там, допустим, или в строительный бизнес, и я через определенное время точно получу прибыль. А в IT там логика немного другая. Ты должен инвестировать как минимум в 10 проектов, к примеру, и не ждать отдачи. То есть там всего один проект может выстрелить и закрыть все твои другие промахи. И именно в долине к этому нормально относятся. Там уже это давно, скажем так, вот этот майндсет сложен, и они вот инвестируют, да, в разных ребят. И один проект, можно сказать, окупает все остальные в 100, а может и в 1000 раз, а может и не окупить. Самое главное не сдаваться, оказывается. Конечно, вот да? самое важное для инвесторов у нас в Кыргызстане — это вот это прививать. А для вот молодежи, продолжая нашу тему, я бы сказал, что участвуйте в различных хакатонах. У нас, благо, в Кыргызстане очень много мероприятий в университетах. Даже у нас вот в парке высоких технологий каждый месяц проводятся различные хакатоны. Буквально, пользуясь случаем, я бы хотел отметить, что вот в ближайшую пятницу, в эту, у нас будет хакатон по Hygiene Hack. Это вот как раз-таки искусственный интеллект. С помощью искусственного интеллекта именно видео как делать. Очень грамотные ребята будут этот хакатон проводить, вот AI-сообщество у нас, и каждый желающий может в нем поучаствовать как участник. То есть оставить заявку, и они там уже в группах собираются и строят разные модели. И эти мероприятия у нас проводятся каждый месяц. Не только у нас, по всему городу сейчас очень много хакатонов. На каждом надо питчиться. Есть университетские, есть питчинги. И на этих мероприятиях ребята каждый раз будут видеть, получать отзывы от экспертов. Может, это вообще идея не очень, и они могут бросить и другое что-то начать. Или наоборот, они в него инвестируют, в части там призовые какие-то дадут, и человек постоянно развивается.
Мгм. Вот давайте немного заглянем в будущее, так скажем, да? Каковы перспективы развития парка высоких технологий и вообще какие, возможно, новые направления вы рассматриваете, новые проекты? Из проектов у нас сейчас пока только три Мгм. основные. У нас три основные цели. Это заработать 1 миллиард долларов в ближайшие 3 года. Это взрастить 50 тысяч программистов Мгм. и вырастить, то есть взрастить один юникорн. Мгм. Это вот стартап, который оценивается в 1 миллиард долларов. Мгм. И все наши активности в той или иной степени будут связаны с этими тремя целями. Мгм. То есть я уже рассказал, да, какие программы мы делаем для взращивания стартапов, чтобы такие юникорны у нас появились. По части кадров у нас очень большая работа Мгм. с вузами, с IT-академиями в стране для того, чтобы взрастить количество специалистов. И по 1 миллиарду наши цели — это привлечь больше компаний. Мгм. Если вы говорите про перспективы, мы хотели бы привлечь довольно большое количество именитых компаний. Это так называемые 500 Fortune. Есть такой вот очень такой популярный такой рейтинг, где 500 Fortune топ-50 listed companies. Это самые Мгм. топовые компании. И мы хотели бы, чтобы такие компании открывали так называемые delivery центры, центры разработок в Кыргызстане. Это вот одно направление, чтобы Мгм. они могли делиться экспертизой, открывали офисы и давали рабочие места нашей молодежи, чтобы Мгм. они не уезжали в другие страны, а чтобы они оставались в своих семьях, в своих регионах и работали на благо страны. А второе — это приводить непосредственно какие-то R&D центры. Вот есть очень классный опыт Турции, Южной Кореи, где вокруг вузов собирается очень классная экосистема. Мгм. При каждом вузе есть такие так называемые R&D центры. Это центры исследований. Мгм. У нас в Кыргызстане, к сожалению, вот именно в части исследований очень мало дается приоритета, хотя оно является одним из самых, ядром, да, развития. Потому что при создании, при проектировке, например, того же моста, при каких-то, не знаю, развязках дорог, то всегда используются вот эти исследования. И исследования, например, при каждом вузе может быть по профилю. Мгм. Допустим, там аграрные, может быть, в агротехе, медицинский — это биотех, там политех — это, допустим, чисто технари. То есть вот у нас сейчас, если вы знаете, прорабатывается законопроект о технопарках Мгм. при вузах. И как бы наличие большого количества технопарков — это круто, если они соответствуют вот основным целям именно R&D центров, инновации, и они могут создавать классные продукты и классные кадры, Мгм. которые будут в будущем полезны нашей стране. Мгм. Вот у вас есть буквально минута, так скажем, да, чтобы обратиться к телезрителям еще раз, что нечего бояться, что обязательно нужно ставить перед собой цель и твердо идти к нему. Обратиться к желающим, которые хотели и хотят, мечтают попасть к вам в команду. Да, спасибо большое. Обращаясь, пользуясь случаем, хотел бы обратиться, что у нас скоро будет запускаться программа Unicorn from KG, поэтому обязательно подавайтесь, вы сможете. Главное, чтобы у вас была классная идея, классная команда, и я думаю, что у вас есть все шансы выиграть его, поехать в долину. И мечта для кого-то, если была, поехать в долину, увидеть все это своими глазами, она вполне осуществима. И парк высоких технологий всегда будет помогать молодежи. Мгм. Да, мы благодарим вас. Действительно, уважаемые телезрители, такая огромная возможность перед вами сейчас появляется. Не упустите его, следите за развитием событий, подпишитесь на канал и, конечно, участвуйте на разных проектах, показывайте себя, свои проекты, свои работы, стартапы. А мы благодарим вас за то, что вы пришли к нам в студию. Действительно, очень познавательная, интересная беседа у нас получилась. И, конечно, в свою очередь мы желаем вам удачи в реализации всех поставленных целей, задач на ближайшие годы. И, конечно, желаем, чтобы вы дальше продолжали бить все рекорды. Уважаемые телезрители, вы смотрели выпуск программы «Биринчи студия». Я напомню, что у нас в гостях был заместитель директора парка высоких технологий Темиров Чубак Куванович. Ну а мы не прощаемся, говорим вам до скорой встречи.